Житель Мирнинского района ограбил алкомаркет. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. В дежурную часть поступило сообщение от работника одного из магазинов города о том, что неизвестный похитил алкогольную продукцию на сумму порядка 5000 рублей. Вором оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале алкомаркета, украл с прилавка бутылку водки и 2 бутылки коньяка, после чего поспешно покинул помещение. По словам подозреваемого, спиртное он выпил со своими приятелями в подъезде одного из многоквартирных домов. В Якутске мужчина дважды совершил кражу из одной и той же квартиры. Горожанин заявил в полицию, что из его квартиры похищен ноутбук, телефон и банковская карта. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 33-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Злоумышленник похищал имущество у заявителя в течение 2 дней. Установлено, что потерпевший познакомился с мужчиной в одном из продуктовых магазинов города и позвал его в гости, чтобы отметить знакомство. В ходе совместного распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул. В этот момент гость похитил из квартиры ноутбук и телефон. Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты. Затем мужчина вернулся обратно и продолжил распитие. Позже хозяин квартиры снова уснул, а подозреваемый украл еще и банковскую карту, оснащенную функцией бесконтактной оплаты, и покинул квартиру. После этого он расплачивался ею в магазинах и успел потратить около 9000 рублей. Подросток без водительских прав устроил ДТП в Ленске. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД, предварительно установлено, что водитель 2003 года рождения на перекрестке не уступил дорогу другой машине, пользующейся преимуществом в движении. В результате столкновения вторая машина наехала на светофор. После ДТП в Ленскую ЦРБ за медицинской помощью обратился несовершеннолетний пассажир нарушителя. У него медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. Отмечается, что 17-летний подросток не имеет водительского удостоверения. Однако ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду без прав. В результате аварии сам молодой человек не пострадал. Травм удалось избежать и хозяину второй машины. В отношении несовершеннолетнего водителя составлены сразу несколько административных материалов за нарушение ПДД. Участковые установили подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля в Якутске. В дежурную часть обратилась горожанка и сообщила о том, что на автозаправке неизвестный повредил принадлежащую ей машину. Подозреваемым оказался 31-летний мужчина. Полицейские выяснили, что в день происшествия у потерпевшей произошел конфликт на автозаправке из-за места в очереди. Девушка и другой водитель одновременно подъехали к АЗС, и никто не хотел друг другу уступать. В ходе ссоры подозреваемый повредил передние и боковые стекла машины, а также снял с чужого авто государственные регистрационные знаки и бросил рядом, после чего скрылся. В отношении обидчика возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит срок до 2 лет. Якутянин обвиняется в видеосъемке с оскорблениями сотрудников ГИБДД. По сообщению региональной прокуратуры, мужчина предстанет перед судом. В отношении 36-летнего жителя Нюрбинского района возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ноябре в селе Акана Нюрбинского района инспекторы остановили машину с нетрезвым водителем. Во время составления документов другой местный житель начал снимать на видео сотрудников ГИБДД, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. Он одновременно комментировал их действия нецензурными словами и выражениями. Затем отправил видеоролик в одну из групп WhatsApp. Работники промышленных предприятий Якутии пострадали от дистанционных мошенников. Так, в отделение МВД России по Мирнинскому району поступило заявление от 36-летнего машиниста одного из добывающих предприятий. Неизвестные списали с его банковской карты более 52 тысяч рублей. Пресс-служба МВД сообщает, что мужчине поступил звонок от незнакомца, который представился специалистом одного из сотовых операторов и сообщил, что клиенту будут возвращены 2000 рублей за ошибочно подключенные платные услуги. Потерпевший удивился звонку и попросил перевести деньги на баланс сотового. Однако незнакомец убедил его назвать реквизиты своей банковской карты. После этого ему пришло сообщение с кодом от банка, который он продиктовал специалисту. В результате на его телефон стали поступать СМС о снятии денег. Также в отдел МВД России по Нюрнбергскому району обратился 25-летний помощник машиниста буровых установок угледобывающей организации. На его имя обманным путем оформили кредит. Сумма общего ущерба составила 280 тысяч рублей. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже из магазина. Работники магазина сообщили о краже сотового телефона. В
ходе расследования полицейские задержали 31-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленник находился в торговой точке под видом покупателя. Заметив, что продавец-консультант отвлекся на другую покупательницу, а витрина с телефонами не заперта, подозреваемый незаметно похитил оттуда смартфон и покинул магазин. Как оказалось, похищенное злоумышленник планировал продать, но не успел. В его отношении возбуждено уголовное дело. Совместное распитие алкоголя привело к краже ноутбука. По сообщению пресс-службы регионального МВД, вором оказался безработный 29-летний мужчина. Полицейские выяснили, что в день происшествия к потерпевшему в гости пришел его знакомый. Встреча не обошлась без совместного застолья. В течение нескольких часов мужчины распивали алкогольные напитки в квартире заявителя. Когда хозяин дома уснул, злоумышленник похитил его ноутбук из квартиры и скрылся. Похищенный мужчина намеревался продать, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.